Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 14 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день, какие будут победы, какие препятствия, что будет у нас в работе, в деньгах и в отношениях. И подсказывать нам будут карты из цыганской колоды. Итак, основная карта — девятка, старший аркан правосудия. Карта говорит о том, что сегодня будут какие-то очень важные вопросы вставать во взаимоотношениях между людьми, взаимоотношения с законом, решение каких-то юридических вопросов. Если говорить о каких-то менее глобальных вещах, это просто какие-то договоренности между вами и вашим партнером, там, между родителями и детьми. Может быть исполнение каких-то взятых на себя раньше обязательств. Это может быть, кстати, какие-то консультации, допустим, да, вот если вы работаете именно консультированием, зарабатываете, да, то вот хороший день для этого. А также карта может говорить о том, что это врач, какой приходит к вам в дом, ставит правильный диагноз, и вот вы вылечиваетесь, да. Это может быть какой-то продавец, с которым вы общаетесь, может быть, допустим, онлайн, да, и вот благодаря его совету делаете какую-то покупку. Это может быть ваш супруг, это может быть, кстати, даже ваши какие-то враги, оппоненты, да, вот, которые выйдут как-то сегодня из тени на первый план, да. Шестерка пиковая в подсказку говорит о том, что это будет касаться, ну, если будут какие-то враги или оппоненты, да, это касается закона, это касается решения судов, это касается юридических вопросов и вообще любых вопросов, связанных с какими-то государственными структурами, учреждениями. Может быть, будет для кого-то какое-то извещение, да, или, может быть, вы будете заполнять какую-то важную бумагу, которая вот как раз в споре помогает что-то решить. Что еще здесь может быть? Очень часто по этой карте какие-то неприятные вещи происходят. Ну, допустим, если это, знаете, карта кармическая, да, то есть если мы что-то заслужили плохое, допустим, у кого-то что-то забрали, вот сегодня могут забрать у нас. И вот если сегодня что-то неприятное происходит, это повод просто для того, чтобы задуматься, осознать, вот где я сделал точно так же. То есть если сегодня день хороший, значит, у меня как бы с судьбой, с кармой, с последствиями все хорошо. Если день сложный и какие-то люди неприятные мне возникают, ситуации какие-то сложные, это значит, я как раз заслужил это чем-то в прошлом. И нужно вспоминать, где я поступил точно так же, и это осознание вот освобождает от последствий, которые могут быть, да, неприятных. Вот очень часто здесь может быть даже там вор какой-то или кража или еще что-то такое, да. То есть вот смотрите, если вдруг что-то такое происходит, это явное указание на то, что вы где-то лишнее что-то взяли, и поэтому вот приходит это в жизнь. А также очень часто эта карта связана там с бабушками, дедушками, с племянниками. Это какие-то люди такие дальние, да, с которыми вы редко общаетесь, и вот они могут как-то проявиться в вашей жизни. Давайте посмотрим, что будет мешать сегодня. Тройка пентаклей. Мешать будет необходимость достигать какого-то результата. Может быть, вам сейчас совершенно другим хочется заниматься, или, может быть, у вас неотложные дела есть, но ваших прямых обязанностей никто не отменял, и поэтому тут сложно. Тройка пентаклей – это у нас карта, которая говорит о том, что нужно приложить усилия для того, чтобы были деньги, да, или был какой-то результат. В общем, чтобы что-то ценное получить, нужно приложить усилия. А это сделать трудно, скорее всего, сегодня, потому что много других каких-то дел, которые вас отвлекают, более важные какие-то. Так, теперь для то, что помогает, туз мечей у нас. Карта говорит о том, что помогает нам
то, что в жизнь приходит как шанс. Скорее всего, это какая-то новость или какие-то люди, которые идею нам подарили очень важную, которая может нам в дальнейшем принести какое-то благо. Может быть, нам помогает то, что мы любую возможность используем для того, чтобы как-то продвинуться, да, для того, чтобы выиграть, для того, чтобы найти работу или еще что-то такое, да, вот все здесь у нас связано с какой-то идеей, с разумом, все здесь связано с каким-то решением начать какое-то вот осознанное дело. То есть это решение, в котором мы отдаем себе отчет. Мы знаем, как будем этим пользоваться, мы знаем, что из этого может получиться и так далее. Вот здесь вот как-то все очень разумно, здесь все очень как бы безэмоционально, да, вот это все пойдет нам на пользу. То есть нужно отрешиться от эмоций и все обдумывать очень тщательно. Взвешивать, да, вот тем более у нас тут правосудие рядом, все взвешивать и думать, допустим, что в будущем мне больше послужит, или что мне пригодится, да, или чем я могу воспользоваться, что мне принесет удачу. Посмотрим, про что же это туз мечей. Но больше всего это связана карта с эмоциями, да, то есть нужно будет как раз на все свои эмоции находить какое-то разумное объяснение, да, или, может быть, нужно держать в равновесии свои эмоции. Вот эта карта тоже может говорить о том, что нужно не поддаваться эмоциям, а нужно, чтобы в равновесии были эмоции и разум. И, кроме того, карта может говорить о том, что даже интуитивно вы почувствуете, какое решение для вас правильно, какое нет. А теперь работа, восьмерка старшего аркана сила. Карта говорит о том, что в работе, конечно, придется прикладывать усилия, но для вас это будет, скорее всего, таким приятным процессом. Да, работы много, да, может быть, что-то придется искать, да, у нас здесь пчелы изображены, которые там за далекие расстояния летают для того, чтобы набрать вот этой пыльцы и принести к себе вот в этот улей, да, то есть получается, что мы должны, если у нас, допустим, нет работы, мы должны стараться, где бы она ни была, да, какая бы она ни была, мы должны стараться ее найти, прилагать все усилия. Если есть работа и она трудна, то же самое, да, то есть карта, которая говорит о том, что есть у нас возможности для того, чтобы себя реализовать сегодня в работе. Для тех, кто в поиске работы, шестерка трефовая говорит о том, что для вас какое-то неожиданное может быть предложение по работе, совершенно вы об этом не думали. Либо возможность, на которую вы рассчитывали, отпадает, но взамен может появиться новая. Для тех, кто работает, девятка бубновая говорит о том, что, может быть, вам даже придется либо какой-то процесс привычный для вас оканчивать, да, то есть не будет, может быть, уже какой-то привычной роли для вас в работе, и надо будет перестраиваться, либо здесь даже вы будете задумываться сегодня о том, чтобы искать новую работу, и будете прилагать для этого все усилия вот по карте старшего аркана. Но смотрите, карта рекомендует искать то, что вы любите, где вы можете себя проявить в полной мере, где вы справитесь, да, то есть карта, которая говорит о том, что вы должны прислушиваться обязательно еще и к себе. Да, какая-то перемена есть, причем, может быть, несколько возможностей даже будет предоставляться, но вот карта говорит о том, что решение не нужно откладывать надолго. Вот если у вас возникло ощущение, что нужно искать новую работу, да, то значит это хороший день для того, чтобы как раз этим воспользоваться, да, для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что сегодня будет, в принципе, очень хорошая возможность для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы комфортно вести дела. Это такая светлая полоса, которая у вас начинается. Это такое, знаете, выздоровление вашего бизнеса, может быть, если были какие-то проблемы, если было какое-то желание, вот именно по поводу развития или, может быть, какую-то сделку вы запланировали, тоже вот есть возможность его осуществить. Также карта такая очень эмоциональная, то есть вы как-то эмоционально сегодня будете вести дела и будете очень довольны.
Теперь посмотрим, что у нас в деньгах. Шестерка пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы деньги будете получать, если вы полезны другим людям, если вы оказываете помощь, если вы нужны, вот ваши услуги, да. И для тех, кто на зарплате, девятка бубновая говорит о том, что девятка трефовая говорит о том, что деньги приходят от повседневной занятости, от вашей там, должности, карьеры и так далее, от вашей профессии, да, если она полезна, если она нужна. Но также карта предупреждает, что чтобы мы обязательно как бы очень бережно относились к тем людям, с которыми общаемся, чтобы не причинили им какого-то вреда. Ни в коем случае здесь нельзя манипулировать. Теперь для тех, кто работает, ну, кто занят своим делом, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что вот в деньгах вы допускаете какие-то эмоции. Вот посмотрите, вот все карты говорят о том, что сегодня нужно как раз будет держать эмоции под контролем, и иначе это может повредить даже вашим финансам. Восьмерка червовая – это карта, которая говорит о том, что может быть какой-то обман в деньгах, и нужно быть осторожней. Особенно, вот смотрите, если у вас несколько, допустим, сделок, большое количество людей, с которыми вы общаетесь, да, то вполне возможно, что вы не можете все проконтролировать, и кто-то из них может даже вас обмануть или что-то скрывает по поводу ваших денег. Также вы можете тратить деньги на семью, на там, искусство, может быть, на что-то красивое, может быть, интуитивно как-то будете чувствовать, что вам именно выгодно в финансах. Ну и также может быть день, когда вот все, что вы делаете, важно для вашей репутации. Теперь отношения. Рыцарь чаш. Карта говорит о том, что в отношениях сегодня все очень романтично, приятно, воздушно. Может быть, даже кто-то к вам приедет, придет. Может быть, будет прогулка какая-то приятная в обществе человека противоположного пола. Для тех, у кого нет пары. Король трефовый говорит о том, что вполне возможно вы познакомитесь с кем-то, но, скорее всего, человек этот не совсем искренний с вами, либо он сам верит в то, что он говорит, но ошибается, скажем так, да, то есть на свой счет ошибается. Карта может быть какого-то, ну, может быть, неопределенного какого-то отношения к вам другого человека. То есть вы познакомились и не понимаете, как на самом деле он к вам относится, нравитесь вы ему или не нравитесь. Да? И вот карта здесь предупреждает, не спешите, говорит, развивать отношения, не спешите проявлять какие-то романтические чувства, да, подождите, когда человек станет вам понятен. Теперь посмотрим, что будет у тех, кто в паре. Карта говорит о том, что у вас здесь как раз будет очень такое вот заботливое отношение к близкому человеку, к семье. Будет какое-то желание сделать подарок, сделать приятное, организовать какую-то там прогулку, встречу, ужин или еще что-то такое очень приятное, поговорить о чем-то интересном для вас. Вот особенно если у вас какие-то общие есть интересы и планы, да, вот замечательно сегодня можно это обсудить вот во время каких-то приятных посиделок или прогулок. Так, что тут еще у нас может быть? Может быть, письмо придет, допустим, да, от близкого человека, если он не с вами сейчас где-то в отъезде или в другом каком-то месте находится, которому вы очень порадуетесь. Может быть, сюрприз какой-то от человека. Также может быть какая-то новость, очень важная информация. Либо вы готовы сообщить, либо вам. Так, это у нас отношения. Теперь для тех, кто в ссоре. Восьмерка бубновая. Карта, которая говорит о том, что у вас есть возможность помириться. Причем вот все обстоятельства будут складываться так, чтобы у вас все благополучно сложилось.
Вот, если даже какой-то вас мучил вопрос, вы сегодня узнаете на него ответ. Или вы ждете ответа от партнера на какое-то важное ваше заявление, да, вот здесь вы получите ответ «да», скорее всего. Теперь совет. На день семерка бубновая. Карта, которая говорит о том, что нужно как можно больше общаться, нужно как можно больше обмениваться мнениями. Это вот, видимо, важно. Телефонные звонки, встречи, если есть такая возможность. Какие-то переговоры. Все, что связано с большим количеством людей, с информацией. Это может быть дружеская какая-то информация, это дружеские какие-то встречи, общения, это может быть с клиентами общение или просто с большим количеством людей, да, здесь вот все это важно, то есть такой день для того, чтобы заводить как можно больше отношений, создавать связи и так далее. Ну и также, если что-то планировали покупать, нужно поискать цену подешевле, вы можете купить вот то, что давно мечтали, сегодня намного более дешево, чем вы рассчитывали. Вот какие-то распродажи, как-то вам может повезти с покупками именно дешевле, чем вы рассчитывали. И вообще вот эта карта, которая говорит о том, что если сегодня запланировать какое-то свидание, да, дружескую встречу, то какая-то важная информация для вас откроется. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.